Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот сегодня праздник 1 сентября. Мы провожаем детей в школу. Так и незаметно прошли 3 месяца, как будто только что начались каникулы. Все быстро прошло, незаметно. Сегодня я 8-й раз провожаю Кирюшу в школу, а Владика 6-й раз. Раньше провожала своих детей в школу, а теперь провожаю внуков. У ребятишек настроение вроде нормальное. Встали, умылись, поели, оделись, открыли вороту, чтоб на машине выезжать. А вот мои солнышки уже ждут меня. Цветочками. Всем привет, всем привет. Настроение ваше какое сегодняшнее? Отличное. Отличное, да? В школу хочется? Да. Да? Сильно хочешь, да? Что-то настроения нет. Кирюша у нас немножко приболел. У него аллергия. Сейчас приняли таблетки. Все будет нормально. Сейчас держит цветы, и на цветы аллергия, и на кошку аллергия, и на Арчи аллергия. Ну что, мои хорошие, пожелаю всем удачи, терпения, учиться хорошо, слушаться и меня, и учителей, и друзей. Терпения вам, и нам, и особенно учителям. Удачи вам, мои хорошие. Спасибо. Пожалуйста. Вот наша школа. Мы уже подъехали. Школа нам очень близко. Не надо их возить даже. Буду возить, когда плохая погода. Идет репетиция. Это татарская пляска.
исәнлектә, саулыкта, үтсен бер елларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеткә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен бер елларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеткә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен бер елларыбыз тазалыкта, байлыкта. Үтсен бер елларыбыз тазалыкта, байлыкта. Идет строение. У нас школьная форма девочек. Вот такая. Көтелгән таң алтын көҙҙөң иң тәүге сыуаҡ таңы. Атлығып яңы һуҡмаҡҡа аяҡ баҫабыҙ тағы. Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! Идем за знаниями в поход! Сегодня праздник, школьный праздник. Встречаем мы учебный год. Хөрмәтле уҡытыусылар, ата-әсәләр, уҡыусылар һәм ҡәҙерле ҡунаҡтар. Бөгөн беҙҙең илебеҙҙә белем байрамы. Беренсе һанлы Стәрлебаш урта дөйөм белем биреү мәктәбе 2022-2023 уҡыу йылын ҡаршы ала. Белем байрамы менән барығыҙҙы ла ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, принимают участие глава администрации Стерлибашевского района Рустам Камилович Рахмангулов, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Салават Фаттахович Харасов, прокурор Стерлибашевского района Виталий Сергеевич Архаткин, председатель районного совета депутатов Айбулин Ильдос Галиевич. Мәктәп, бөгөн һин ҡаршы ал, ишектәрен киң асып, беҙ ныҡлы белем алырбыҙ, дәрт көстәр тора ташып. Наша школа – это храм науки, дом уюта, светлый огонек, добрые учительские руки, первый и последний наш звонок. Эй, килә яңы кешеләр, юлдарҙы гөлгә күмеп, иң көсөләр, бишенселәр, үҙҙәре гөлдәр кеүек. В 2022 году все обучающиеся нашей школы получили аттестаты о среднем общем образовании. 2 выпускника награждены медалями за особые успехи в учении. А на смену им сегодня пришли ученики 5 классов. Переход для будущих пятиклассников из начальной школы в среднюю – это всегда большое событие. Для них сегодня раскрываются двери в большую новую школу, новые классы. Впереди у них новая ступень обучения, новые предметы, новые учителя. Әйҙәгеҙ әле байрамыбыҙҙың төп сәбәпселәрен, бишенселәрҙе бергәләп ҡул сабып ҡаршы алайыҡ. Рәхим итегеҙ. Приглашаем 5 А класс, классный руководитель Мустафина Рима Булатовна, Хасанова Амалия, Галеева Елена, Карнаева Уралия, Рафикова Амелия, Райгунов Арсен, Гафаров Булат, Саулина Рафина, Гореева Гузель, Бурятов Диниер, Райгунов Рустам, Рахимкулова Раяна, Хамидуллина Дания, Гениатуллина Фиделия, Гарюкова Диля, Ахметова Регина, Ифтахова Карина, Уралшин Олег, Бесяин Тимур, Итаулин Булат, Гараев Данис, Исламуратов Ислам, Рахмангулов Амир, Уславинов Ильнар, Абсаттарова Алсу. Мухамедзянов Богдан. Приглашаем 5 Б класс, классный руководитель Акчурина Раиля Минибаковна, Аканаева Элина, Арбеев Станислав, Ахмедшина Камила, Баймуратов Айнур, Валеев Бельдан, Гайнутдинов Адель, Давлетшин Рафаэль, Зайнетдинова Аиша, Каримова Ралина, Латыпов Тимур, Латыпова Ралина, Махмудов Тимур, Шакирова Карина, Мухтаруллина Алия, Кадыршин Амаль, Рычкаль Алмаз, Бахрудинов Риналь, Хамидуллина Милана, Хусаинов Радик, Шабаев Даниэль, Шарипова Велена, Шарипова Ильвина, Имагужина София,
Рәсәй Федерацияһының һәм Башкортстан Республикаһының үз дәүләт символдары бар. Согласно письму министра просвещения России Сергея Кравцова, в новом 2022-2023 учебном году во всех школах учебную неделю будут начинать с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации и Республики Башкортостан. Почетное право поднять государственные флаги Российской Федерации и Республики Башкортостан предоставляется отличникам учебы, победителям олимпиад и спортсменам Харисовой Ренате, ученице 9 класса, и Хабибулину Ильназу, ученику 11 класса. Внимание! Под государственные флаги Российской Федерации и Республики Башкортостан смирно! Поднять государственные флаги! Мәктәп, ул һәркем өсөн серле. Шуның өсөн без мәктәпкә яңа белемдәр, яңа асыштар, яңа үрдәр яуларга киләбез. Слово для поздравления с началом учебного года предоставляется директору средней школы номер 1 села Стерлибашева Гульнас Радиковне Халиковой. Хайырлы көн, хөрмәтле кунаклар, ата-әсәйләр, укытучылар һәм укучылар. Уважаемые гости, родители, учителя, дорогие ребята, разрешите поздравить всех вас с Днем Знаний. Пусть новый учебный год принесет нам только хорошие и радостные события, новые достижения и важные открытия. С огромным удовольствием мы приветствуем на сегодняшней линейке обучающихся 11 классов, ведь для них этот год последний, чрезвычайно насыщенный, трогательный и волнительный. Не менее важным это событие является для наших самых юных учеников, пятиклассников, которые вступили на порог средней школы. Как известно, целью школы является воспитание всесторонне развитого человека, умеющего работать в команде, четко знающего, чего он хочет добиться в жизни и идущего к своей цели. И примером в этом ребятам служит Герой России Минигали Шаймуратов. С нового учебного года по распоряжению главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова в республике открываются 82 класса имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. В рамках реализации данного проекта в Стерлибашевском районе наша школа была удостоена чести открытия первого шаймуратовского класса.
Пользуясь возможностью, выражаю огромную благодарность за оказанное доверие администрации района и отделу образования. Мы сегодня признательны за личное участие Рустама Камиловича на торжественной линейке, посвященной Дню знаний и открытию Шаймуратовского класса. Для учащихся Шаймуратовского класса утверждена единая форма одежды. Огромные слова благодарности выражаем администрации района за оказанную помощь в пошиве парадной формы одежды для юных шаймуратовцев. В соответствии со стандартом Шаймуратовского класса учебный план предусматривает освоение образовательных программ на основе сочетания базовых и профильных предметов. В этом классе будет реализован физико-математический профиль обучения, а во второй половине дня будет представляться широкий спектр дополнительного образования, включающий в себя строевую, огневую и спортивную подготовку. За особые успехи обучающиеся по итогам учебного года будут награждены значками «Юный шаймуратовец» 1, 2 и 3 степени. В классе наряду с классным руководителем будет работать военный куратор с военно-спортивной подготовкой. Торжественная церемония, посвященная в юных шаймуратовцев, состоится 11 октября на Советской площади в городе Уфе во время открытия памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову с участием главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Страны, патриотизма, чувство гордости за Родину, республику. На примере героизма воинов 112-й башкирской кавалерийской дивизии, формирования духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, содействие становлению активной гражданской позиции, цель открытия Шаймуратовского класса.
Республики Башкортостан Рустаму Камиловичу Рахмангулову. Қайырлы күн, қадірлі оқушылар, оқытушылар, ата-әнелер, қонақтар. Барығыдыла оқу жылы башлану, білім күні менен ихлас құттықтаймын. Здравствуйте, дорогие ребята, учителя, родители и гости. Искренне поздравляю всех вас с началом нового учебного года, с Днем Знаний. В стенах первой школы мы сегодня отмечаем не только 1 сентября. Это особенный день как в истории вашей школы, так и в истории всего нашего района. Благодаря инициативе главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова мы впервые открываем Шеймуратовский класс. Такие классы, признанные стать показательными в части патриотического воспитания, открываются сегодня во всех районах и городах нашей республики. Счастлив тот народ, у которого есть герои. Вдвойне счастлив тот народ, у которого есть такие герои, как легендарный командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Шеймуратов. Ребята, юные шеймуратовцы, наши пятиклассники, это новая важная страница в вашей жизни. Вы будете учиться в классе имени Героя России генерал-майора Минигали Шеймуратова. Генерал Шеймуратов – уникальный сын башкирского народа, военачальник, военный разведчик. Человек с необычной и, к сожалению, очень трагичной судьбой. Генерал Шеймуратов для нас настоящий пример того, как надо любить и защищать свою родину. Сегодня вы станете первыми шеймуратовцами среди наших школьников. Это очень почетно и ответственно. Среди воинов легендарной дивизии рекордное количество героев Советского Союза, в том числе наш земляк-старлибашевец Хасанов Сафа Кузямович, имя которого будет носить Елембетовская школа нашего района, расположенная на его малой родине в селе Елембетово. Сыновья башкирской земли проявляют героизм и в наши дни, участвуя в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Двоим нашим защитникам указом президента Российской Федерации посмертно присвоены звания Героев Российской Федерации. Уроженцу города Уфы Серафимову Максиму Владимировичу и уроженцу Абзелиловского района Ильгамову Тамерлану Айсаровичу. Первый день сентября действительно общий праздник, к которому с одинаковым трепетом относятся как дети, так и взрослые. И в этом нет ничего удивительного, ведь таких успехов и высот не достигал человек, восхождение к ним начинается именно в школе. Ну вот, мы приехали из школы с детьми. Было, конечно, праздник удался, было интересно, поздравления. И прокуратура поздравила, и глава администрации, из Курултая тоже приехали, поздравили. Я там в маске была, потому что уже пандемия. А я как мед. Все пчелы, весь пух, вся зараза на меня липнет. В прошлом году 2 раза заболела ковидом, и поэтому я уже опасаюсь. В таких общественных местах я начала носить маску. Не знаю, это помогает или нет, я, конечно, не знаю. Но все равно, как говорится в пословице, береженного Бог бережет. Поэтому решила носить маску. Первый наш звонок вам понравился. У вас, наверное, тоже дети пошли в школу, дети, внуки, внучата. От всей души я всех поздравляю. Вас всех, ваших детей, внучат, с первым Днем Знаний. Желаю самое главное здоровья, мирного неба над головой, успехов, благополучия и в школе, и в семье. Ну и терпение детям, родителям, учителям тоже. Но как наша форма вам понравилась, школьная? Вот в школе наши девочки носят, как мы раньше носили, школьную форму с фартуком. Праздничные дни белый фартук, а будние дни черный фартук носят. Конечно, это очень красиво. Зато отделяются ученики от учителей.
Сейчас же дети выглядят старше своего возраста. Все они высокие такие, красивые. Не отличишь от учителей, учеников. А так в школьной форме красиво, скромно одетые девочки будут отделяться от учителей. Это, конечно, очень приятно. Где учатся мои внучки Сабина с Дианой, они с 1 класса носят такую форму школьную. Ни сарафан с белой блузкой, ни юбка с белой блузкой там не носят. Мне очень понравилось. Ну, конечно, я все не сняла. Все поздравили. Но еще раз вас поздравляю с 1 сентябрем, с Днем Знаний. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.